За прошедшую неделю от преступных действий мошенников пострадало 13 жителей республики. Это вот как раз в телеграм-канале МВД Республики эта информация имеется. 8 миллионов рублей потеряли граждане, которые хотели инвестировать свои средства. 5 жителей республики по звонку из ФСБ потеряли 7,5 миллионов рублей, почти 7 миллионов 700 тысяч рублей. И один гражданин пострадал от взлома аккаунта в своем WhatsApp, в своем телефоне. Взломали его аккаунт в WhatsApp, и он лишился 96 тысяч рублей. И понимаете, да, ребят, что не заканчивается их работа. То есть они работают 24/7. Даже несмотря на то, что 17 ноября было такое, как это сказать, такие успешные учения, которые разрушили коммуникации на территории Украины. Действительно, по территории России замечено, то есть отмечено крупными СМИ, что наступило некое затишье, да, то есть прекратились звонки мошенников гражданам, то есть они сократились, они практически в половину. Поэтому есть надежда на то, что они совсем прекратятся. Но все равно быть начеку и самое главное говорить об этом, то есть о той информации, которую вы сейчас узнали, делиться этой информацией, это очень важно. Это нужно говорить своим взрослым, своим близким взрослым, да, своим бабушкам, дедушкам, потому что они очень далеки от цифровых технологий. Вы сами знаете, что мне вам рассказывать. Вы сами прекрасно это все знаете. Если вы очень быстро ориентируетесь в цифровом пространстве, то нашим пожилым родственникам или нашим маленьким детям, да, которые абсолютно не защищены, им как раз нужно рассказывать о том, насколько необходимо быть внимательным в сети интернет. И сейчас к микрофону я приглашаю Матвея Васильевича Алексеева, начальника управления по борьбе с киберпреступностью МВД Республики Саха-Якутия. В современном обществе проблема дистанционных мошенничеств приобрела огромные масштабы. И как мы видим, снижать свою активность злоумышленники не планируют, а напротив лишь расширяют методы и виды своих преступных деяний. И на фоне происходящих событий самым эффективным способом к их противодействию, безусловно, является профилактическая работа. Следует отметить, что в текущем году МВД с органами государственной власти и муниципальными образованиями значительно улучшило взаимодействие по данной линии работы. Примером тому является проводимая работа с Министерством финансов Республики, а именно с региональным центром компетенций по финансовой грамотности. И благодаря достигнутым договоренностям количество печати профилактической продукции значительно увеличилось, начиная от буклетов и заканчивая баннерами. Важно отметить, что также активное участие принимает и республиканская типография имени Юрия Алексеевича Гагарина. Также ряд глав муниципальных образований уделяет особое внимание профилактической работе, с которой мы успешно взаимодействуем и направляем им необходимую фактуру. Региональный центр компетенции по финансовой грамотности регулярно выезжает в служебные командировки. Вместе с тем, в исполнении ранее принятого решения в рамках координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Саха-Якутия, председателем которой является Айсен Сергеевич Николаев, МВД и региональный центр информационных технологий обеспечили прямое взаимодействие с линией 112, и теперь любой гражданин может в круглосуточном режиме обратиться в управление по борьбе с киберпреступлениями и получить необходимую консультацию и помощь. К примеру, за последний месяц к нам поступило уже более 50 обращений. Даже был случай, когда позвонила пожилая жительница города Якутска и спросила, нажимать ли ей на поступившую ссылку. Между тем, мы активно начали развивать записи распространения видеообращений превентивного характера с участием руководителей органов государственной власти, глав муниципальных образований, известных населению артистов и телеведущих, участников СВО и других известных личностей, которые неравнодушны к тому, что происходит в настоящее время. Всего было отснято более 50 видеороликов. Кроме того, в летний период по согласованию с городским округом города Якутск мы впервые использовали возможности уличных репродукторов, которые в заданные интервалы времени воспроизводили аудиообращения, опять же, профилактического характера известного уважаемого гражданами диктора Эдуарда Егоровича Рудых. Трансляции происходили на площади Дружбы народов, в Орджоникидзе, на площади Победы. Может, кто-то их слышал.
Обозначу, что ранее подобные подходы к доведению информации не применялись и, на наш взгляд, могут возыметь положительный эффект. И поскольку прошедшие консультации психологами показали, что наиболее действенным средством в профилактической работе может быть способ применения метода эффекта повторения. То есть, говоря иными словами, в результате проводимой всеми нами комплексной работы у человека привлекается два вида памяти. Это слуховая и зрительная, которые в конечном итоге после многократного восприятия профилактических материалов могут повлиять на принятие гражданина в кризисной ситуации верного решения. И, безусловно, на фоне сказанного возникает самый главный вопрос. Какова же эффективность от проводимой нами профилактической работы? Известно, что по итогам 10 месяцев текущего года количество зарегистрированных преступлений в сфере дистанционных мошенничеств составило 1998, в прошлом году 1827, что на 9,4% больше, чем в прошлом году. Однако в данной ситуации следует обратить внимание на субъекты Российской Федерации, где количество населения примерно такое же, как в нашем регионе. Для сравнительного анализа мы взяли в пример Забайкальский край, Тамбовскую, Архангельскую, Томскую области и Республики Бурятия. И как видно на графике, в данных регионах обстановка в этой сфере еще сложнее. Таким образом, допустимо сделать вывод, что проводимая всеми нами профилактическая работа носит в себе сдерживающий фактор. Если мы, условно говоря, снизим определенные темпы данной работы, то в конечном итоге можем получить такой же результат, как в Томской области, где при населении 1 миллион человек совершено 3370 дистанционных мошенничеств. Для сравнения, в прошлом году у них было 3132. Одновременно мы провели анализ социально-демографических характеристик потерпевших, который показал, что наиболее подверженным действиям мошенников являются граждане, относящиеся к наемным рабочим и пенсионерам по старости. И в дальнейшей профилактической работе нам следует уделить особое внимание работе, в том числе Центром занятости, различными организациями, предприятиями, а также с органами социальной защиты населения. К примеру, обучать методам профилактической работы тех, кто имеет непосредственный контакт с пожилыми людьми. На наш взгляд, это был бы действенный инструмент для охвата граждан, которые больше всего нуждаются в поддержке со стороны государства. Также следует проработать вопросы о внедрении института ответственных лиц за профилактическую работу не только в муниципальных образованиях, но и в федеральных органах исполнительной власти, в учреждениях, организациях, а также в учебных заведениях. Как говорится, почему бы и нет. Если студенты примут в этом активное участие, на наш взгляд, это лишним не будет. И, как уже сказал представитель прокуратуры Иван Анатольевич, что если мы даже хоть 10 преступлений благодаря нашей проведенной работе пресечем, то это уже результат. Конечно, определенная корреляция в этом будет. Вот. И, уважаемые участники форума, хотелось бы обратиться к студентам с колледжа инноваций, которые сегодня присутствуют. Вы будущее поколение. Недавно к нам на службу поступил сотрудник, который также учился в этом учебном заведении, 2001 года рождения. Совсем молодой парень, который желал и желает пополнить ряды офицеров по борьбе с киберпреступлениями, уже начинает активную деятельность. Например, уже выявил 2 злоумышленников, которые совершают противоправные деяния в отношении малолетних детей. Вот. И хотелось бы рассказать одну историю. Когда-то, может быть, не лучший пример, но мы регулярно выезжаем в служебные командировки, чтобы раскрыть мошенничество. Крупные, серьезные преступления, конечно, нужно очень много времени. Подготовительных мероприятий надо. И это, как говорится, это как не кражу шапки раскрывать, это совсем другая история. И как-то мы приехали в один из городов, помню, крупных, миллионник, и вышли на след молодого человека, который был причастен к совершению мошенничества. Он оказался, я бы так сказал, профессионал. У него нет абсолютно никакого образования, но в техническом плане он был профессионал-хакер. Вот. И, естественно, к сожалению, он направил свои знания, которые ему природа дала, не в ту сторону. И был задержан и привлечен к уголовной ответственности. Но, тем не менее, когда разговариваешь с этим человеком, становится ясным, что действительно у него познания глубокие, очень даже интересные мысли у него возникают. Но, как говорит, зря я все-таки занялся этой деятельностью, влез в эту сферу преступлений. И возникает такая, конечно же, мысль, как все-таки повлиять на то, чтобы наши граждане, наши близкие, родственники, бабушки, дедушки
сохранили свои сбережения, чтобы они не стали жертвами этих дистанционных мошенников. Как уже было сказано, 90 с лишним процентов мошеннических действий происходит со стороны Украины. Это не секрет. Наше подразделение создано не так давно в рамках реализации указа президента Российской Федерации. И мы за короткое время научились вычислять колл-центры, находящиеся в Украине. То есть мы с уверенностью можем сказать, где какой колл-центр находится, как проходит звонок и прочие моменты. И вы, возможно, будущие специалисты в этой области, может быть, кто-то здесь сидящий когда-нибудь станет офицером Министерства внутренних дел и будет бороться с преступлением во всех ее проявлениях. И мы сейчас прорабатываем один уникальный вопрос. Смысл заключается в том, что профилактическая работа, безусловно, нужна, беседы нужны, иначе, как уже было сказано, мы будем иметь на 1500 преступлений, как в Томской области. Но здесь надо понимать, что 2121 преступление именно мошенничества на сегодняшний день совершено. Рост составил 9,5%, ну, не настолько высокий, как в других регионах. И все эти потерпевшие получали звонки по IP-телефонии. То есть все мы прекрасно понимаем, и вы, что это такое. То есть это когда голос преобразуется в цифру, передается в определенные аппараты и потом расшифровывается. То есть интернет-соединение позволяет злоумышленникам активно использовать эти возможности для того, чтобы скрывать свое местоположение. И мы на сегодняшний день прорабатываем следующий вопрос. То есть, если, допустим, законодательство предусмотрело ответственность за подмену трафика по физической связи, простым языком говоря, то есть обычное проводное соединение, то имеются определенные трудности в пресечении звонков именно по IP-телефонии. То есть это WhatsApp или Telegram. Активно все этим пользуются. Если среди вас найдется какой-нибудь молодой человек или девушка, которые способны в этой области что-то новое придумать. К примеру, мы сейчас подключаем умы светлые, которые, возможно, разработают программу, способную фильтровать звонки по IP-телефонии. Все эти 2121 потерпевшие, они получили звонки именно таким способом. То есть, как мы видим, сколько бы ни профилактировали, все равно 2000 преступлений ежегодно совершается. И для того, чтобы кардинально изменить эту ситуацию, нам необходимо уже применять технические подходы именно к пресечению этих преступлений. Может быть, кто-то из вас, помимо учебы, увлекается данной линией, в данной сфере и мог бы внести интересное предложение. Вы можете всегда на нас выйти. Как уже было сказано, с линии 112 мы круглосуточно подключены, и вы можете на нас выйти через данный способ и внести свои предложения. Мы вас выслушаем, обсудим, потому что вот в этой ситуации необходимо подключать все ресурсы. Я думаю, среди вас, безусловно, есть какой-нибудь одаренный студент, который в этой области понимает и может какие-то предложения внести. По факту нужно разработать приложение, искусственный интеллект, который бы смог это сделать, а это возможно. В этом на самом деле ничего сложного нету для человека, который хорошо разбирается в этой области. Благодарю за внимание, доклад окончен.